День рождения Коми и День государственного флага России по традиции отмечаются в один день, 22 августа. Символично подчеркивает в своем приветственном слове Сергей Гапликов. Ведь республика – неотъемлемая часть нашего общего дома. Прошлое, настоящее и будущее тесно связаны с историей и перспективами страны в целом. И вот наш регион – один из тех, что обеспечивает финансовую стабильность государства, дает дополнительные возможности и ресурсы, необходимые для обороноспособности и устойчивой жизнедеятельности. Регион всегда славился трудовыми традициями, конечно же, огромными перспективами истории, такие как СМПК, первые газопроводы, нефтепроводы, перерабатывающие комбинаты, объемные стройки, которые сегодня еще остаются, по сути дела, теми стройками, которые нужно еще повторить. Но мы с вами прекрасно понимаем, что за любыми успехами, безусловно, стоит труд людей. Ведь очень богатая республика, я бы не устал повторять, она богата природными ресурсами, полезными ископаемыми, она богата людьми. Именно вами. За любыми успехами и высокими показателями стоят люди, те, кто вкладывает в дело опыт, знания и душу. Сегодня здесь представители абсолютно разных профессий, и каждый специалист крайне важен на своем месте. Будь он простым рабочим, начальником или, к примеру, мастером буровой, как Владимир Никулин из Усинска. В этот день его многолетняя и добросовестная работа отмечена на самом высоком уровне – почетной грамотой президента России. Как говорится, я всю жизнь работал, скромно работал, но всегда выполнял свою профессиональную деятельность, старался выполнить хорошо. Ну, как сказать, во все времена. И советские времена. Я просто очень много лет уже отработал, несмотря на то, что я неплохо выгляжу, как все говорят. Но на самом деле у меня 32 года стажа, только бурового мастера. Можно сказать, я больше никем не работал, только буровым мастером. Ну, я очень рад, что меня оценили. В числе награжденных не только промышленники, авиаторы, врачи, работники культуры, научные сотрудники, учителя, люди с огромным стажем работы, отдавшие своему делу десятилетия, но готовые и дальше трудиться на благо Коми. Учитель начальных классов одной из столичных школ Валентина Пруничева уже 35 лет работает в республике. При этом сама она сибирячка. Я живу здесь, в республике, уже 1976 года и ни разу не пожалела о том, что я здесь живу давно, хотя сама я сибирячка. И что и там, что и здесь, я ощущаю просто хороший закал, вообще хорошие корни. Рада, что крепко стою здесь. Республика меня приняла, этот город, и я благодарна всем, с кем я здесь работаю, с кем я здесь дружила, дружу. Валентина Афанасьевна признается, всегда мечтала стать педагогом и точно не могла подумать, что когда-то вот так вот получит почетную грамоту лично из рук губернатора. Отмечен ценным подарком и наш коллега, телеоператор Дмитрий Ведерников. Как указывается в распоряжении главы, за смелость и решительные действия, проявленные в ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. В начале июля, во время командировки в Уссыльму, он вовремя среагировал, остановив потерявший управление микроавтобус. Оказалось, у водителя случился приступ эпилепсии, и машина с 9 пассажирами едва не скатилась с крутого склона. И, возможно, только благодаря нашему Диме и каким-то высшим силам все они остались живы. Роман Истомин, Любовь Лапина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.